Кормозаготовка в Коми замедлилась из-за дождей. В целом по республике скошено более 14 тысяч гектаров, заготовлено 8 тысяч тонн. Это всего 30% от плана. Наиболее сложная ситуация в Ижемском, Усинском и Вынтинском районах. Южным аграриям везет больше. Там кампания по заготовке кормов выполнена наполовину. На луга выезжала Анастасия Тюрнина. Заливные луга и заливает все лето. Но Игорю Тарабокину приходится косить свои угодья вопреки погоде. У фермера 40 голов скота. Каждый погожий денек на вес золота. С начала июня удалось заготовить лишь 20 тонн сухого сена. Я даже не загадываю, сколько сможем поставить сена. Очень сложно. Все льет и льет. У меня скотины много. Будем стараться. Чем больше сделаем, тем лучше. За последние годы у Ивана Тарабокина набралось несколько десятков гектаров. Дефицита с угодьями нет, не то что раньше. Многие от скотины в районе отказываются, а значит и сена не ставят. Нет проблемы и с техникой. Косилку, грабли-ворошилку и пресс хозяйство купило в лизинг. По словам аграриев, обильные дожди способствуют травостою. В этом году почти во всех районах региона трава в человеческий рост. Несмотря на то, что на дворе август, растения до сих пор сочные. Сильные дожди мешают планам и двум крупным сельхозпредприятиям Усть-Куломского района. Там сено лишь на 50% от плана. В Помоздино и Пожиге компенсировать нехватку сухого корма готовятся сенажом. Высокопроизводительная техника и хорошая упаковка позволяет заготовить качественный продукт в больших объемах. Сенаж хорош тем, что он не требует 2-3-дневной сушки. Утром скосили, и если погода позволяет, если дождя нету, то через 2-3 часа уже мы его обматываем, там идет консервация. Ну и вот только надежда на сенаж и на силос. Сельхозкооператив Палевицы сенокос почти завершил. По словам руководителя, им с погодой повезло больше. Погожие деньки дали заготовить немного сена, но упор здесь делают тоже на сенаж и силос. Легко заготовить корма кооперативу удалось из-за смены учредителя. Сыктывкарский молочный завод создал все условия. Организация сенокоса и финансирование шло на ура. Все подвозилось, топливо, запчасти. Все это быстро люди делали и сразу выходили на работу, и допоздна все делалось. Все получилось в этом году. В лидерах по заготовке кормов в этом сезоне два хозяйства. Межадорское и племхоз Изваильский сенокос уже завершили. А крестьянско-фермерским хозяйствам отчаиваться все же не стоит, уверяют в Минсельхозе. Если кормов на зиму не хватит, всегда можно будет тюки прикупить. Некоторые хозяйства Усть-Кулома, например, уже начали выставлять корма на продажу. 1500 за тонну. Анастасия Тюрнина, Олег Костромин, Константин Стратиенко, телеканал Юрган.